Детей здесь счастье полные карманы, ведь впереди их ждет полноценный отдых в одном из самых красивых мест горной части республики. Первый поток отдыхающих – это более 400 детей. Многие в лагере не впервые, в то время как кто-то только мечтает оказаться здесь. Мухарбеку Газикову отдых в горном лагере посоветовали родители. К тому же это хорошая возможность увидеть заповедные места, древние храмы и сооружения, где зарождалась история ингурского народа. Я приехал в этот лагерь первый раз. Мне очень хотелось сюда приехать. Мне мама посоветовала и папа посоветовал, что поехать сюда. Радость Мухарбека разделяют и все остальные. Красота окружающего пейзажа сразу зачаровывает. Горы и великолепные башни при всем желании не могут никого оставить равнодушным. У детей на все время, что они проведут в лагере, одна цель – хорошенько отдохнуть. Тут очень красиво, мама не ошибалась. Ну, говорили холодно, но это не так. Тут очень красиво, я рада, что сюда я приехала. Я приехала с братом, со своими подружками. Мне этот лагерь понравился. Приехала я с своим братом и с двоюродным братом. Чистый горный воздух как бальзам для тела и души. Среди ребят и те, кто приехал в лагерь для того, чтобы подтянуть свою физподготовку. Юные дзюдоисты в Орзи всей командой, чтобы проводить тренировки на свежем горном воздухе. На первый взгляд мне тут очень нравится. Записали меня сюда родители. Тренера нам там давали листья, мы записывались. Мы собираемся тут тренировки, как бы отдых и развлечения всякие. Первый поток отдыхающих в лагере – это дети из Назрановского и Сунжинского районов. Воспитанников сразу же распределяют по спальным блокам. В этом лагере созданы все условия для того, чтобы дети, как говорится, отдохнули на полную катушку. Развлекательные мероприятия здесь подготовлены самые разные для всех возрастных категорий. В лагере обещают, скучать никому не позволят. Это и викторины, это и соревнования, это и экскурсии, пикники. Пикники очень довольны. Вот рядом протекает речка чистая, горная, река родниковая. И там не опасно для детей, как говорится, воробью по колено. А вот у этой речки каждый берет отряд, по 2 отряда, согласно графика, после завтрака до вечера. Берут с собой игры. Особое внимание здесь уделяется и питанию. Повара спешат заверить, все местное и свежее. Меню действительно только для детей предусмотрено. На завтраке обязательно будут молочные, яйцо, блинчики, сметана, творог. Творог, кстати, у нас сметана, все домашнее, местных производителей, мясо тоже. Впереди у ребят 3 недели отдыха, веселых и незабываемых каникул. Индира Манкива, Рамзан Зурабов, Новости 24.